Это программа «Итоги дня» на телеканале «Якутия-24». Работаем в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Борьба с огненной стихией. Как обстоят дела с тушением лесных пожаров по республике. Стоп-ковид. В Якутии идет активная вакцинация. В одном районе уже привились почти 100% жителей. Рейд по точкам и лже-кафе. Административная комиссия столицы продолжает работу по проверке соблюдения указа главы о работе общепита. Город трудовой доблести. В поддержку присвоения Алдану такого почетного звания в республике организовали сбор 200 тысяч подписей. Якутянин в сильнейшей лиге, футболист «Химок» Артем Соколов отметился результативными действиями, в том числе против московского «Спартака». В Якутии идут работы по тушению 68 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 597 332 гектара. Возгорания расположены на территории 16 районов. На тушении лесных пожаров задействованы 2153 человека и 287 единиц техники. Ситуация остается напряженной в Горном, Мирнинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском районах. Сегодня самолеты Б-200 и Ил-76 работали в паре на тушении пожаров в Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском улусах. Ну а вертолет Ми-8 с водосливным устройством работал на 40-м и 65-м пожарах в Нюрбинском районе. Также дополнительно привлекались воздушные борты Ми-8 в Ленске, Мирном, Верхневилюйске, а также Ан-2 в Горном улусе. Сотрудники Якутской республиканской клинической больницы присоединились к борьбе с огнем. Добровольческий отряд, состоящий из 8 человек, в минувшие выходные тушил пожары на территории Горного района. Репортаж нашего корреспондента. На помощь огнеборцам, работающим в Горном улусе, Якутская республиканская клиническая больница отправила группу в составе 8 человек. В пятницу после рабочего дня добровольцы получили необходимый инвентарь и прошли подробный инструктаж. Ребята сразу отозвались. Потом, после выяснения маршрута выезда в селе Магарас, мы уже вышли на связь с оперативным штабом. Но мы до этого успели организовать ребятам спецодежду, питание на 2 дня и средства пожаротушения. В список огнеборцев в числе первых записались Борис Никифоров и Данил Николаев, которые до этого выезда уже имели опыт пожаротушения в качестве добровольцев. Молодые люди вместе с коллегами поздним вечером доехали до пункта назначения в 20 километрах от села Магарас и сразу приступили к работе. Мы приехали ночью, получается, и сразу же пошли тушить. И часов где-то, не знаю, 4, может, закончили и пообедали. Получается, завтрак это уже был. Немного поспали и дальше продолжили. Тяжело, конечно, было там из-за дыма, плохая видимость, жарко, дышать трудно. Нам выдали ранцы противопожарные и лопаты, топоры, бензопилы. И там в 20 километрах там тушить, рядом с озером, и ранцами тушили. За 2 дня добровольцы нейтрализовали пожар на 2 участках, после чего вернулись в Якутск. Сегодня все 8 сотрудников вышли на смену. Добавим, что больница не только отправляет группы добровольцев, но и жертвует денежные средства. Так, в пятницу в фонд пострадавших от лесных пожаров было отправлено около 150 тысяч рублей. Больница продолжает сбор денег и готова в случае необходимости собрать новую группу добровольцев. Власий Сергеев, Владимир Павлов, Якутск. Как озвучено, в Якутске организовали единый штаб волонтеров-добровольцев. Прошло собрание общественного движения «Сохраним природу Якутии» совместно с предпринимателями города, МЧС и представителями лесоохраны. Собрана гуманитарная помощь в виде снаряжений, продуктов питания, необходимых медикаментов. Любой желающий может предложить свою помощь, как материальную, так и физическую. Для этого можно обратиться в пункт круглосуточного приема на улице Орджоникидзе, 10 в столице. Мы собираемся с участием представителей органов исполнительной власти, представителей оперативного штаба Республики Саха-Якутия, МЧС, и, естественно, наш общественный штаб.
чтобы не было повторов, чтобы мы конкретно узнали и поставили перед собой определенные задачи, какие задачи выполняет наш общественный штаб и по каким направлениям мы взаимодействуем. Это очень важно для нас, чтобы не было такого, что общественники шли просто без сопровождения МЧСников, пожарных. Здесь нужно будет согласовать все действия. Планету в целом охватили природные катаклизмы. Причиной тому во многом стал меняющийся климат. Еще с начала этого года зима в Якутии удивила всех рекордно длительными холодными месяцами, а уже сегодня пожары охватили регион. Страдают и другие уголки планеты. О том, насколько разрушительной может быть сила природы, в сюжете Саргаланы Неустроевой. В прошлую среду Европу сотрясло от ужасающего наводнения. Число погибших по всей Европе, вызванное рекордными осадками, достигло 187 человек. Из них более 150 в Германии. Целые населенные пункты оказались отрезанными от мира, без электричества и связи. А тем временем, пока где-то выпало слишком много осадков, дождей не хватает на другой части планеты. Так, более 470 тысяч гектар земли охвачено природными пожарами на западе США. В стране зафиксировано 80 крупных очагов. Самая тяжелая ситуация в штате Монтана. К такому никто не был готов. Аномальная жара стала настоящим испытанием. Мы действительно наблюдаем небывалые цифры тяжелых заболеваний, связанных с жарой, что обычно является очень редким явлением в Сиэтле и Вашингтоне. Нам даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Тут же под боком у Штатов горит Канада. Жертвами жаркого лета уже стали около 1000 канадцев. Температура воздуха в стране побила все исторические рекорды. Около 50 градусов по Цельсию. Не хватает пожарных. В провинциях организовали ускоренные курсы по тушению. В случае чего местные сами будут защищать свои дома от огня. Городок Литон уже не удалось спасти. Меньше чем за день огонь уничтожил 90% построек. Мы продолжим взаимодействие с местными властями и будем готовиться к тому, чтобы оказывать поддержку людям по мере необходимости, насколько это возможно. Якутия также стала жертвой аномально засушливого лета и сухих гроз. Огонь уничтожил более 1 миллиона гектар тайги. Зафиксировано 216 действующих очагов возгорания. Едкий дым накрыл западную часть региона. На пожарах работает более 2000 человек. Привлеченная техника тоже 200 с лишним единиц техники. Сегодня все силы брошены для того, чтобы не потерять населенные пункты. И мы в этом направлении будем только работать и усиляться. Основной причиной таких катаклизмов ученые называют изменение климата. Подготовиться и предвидеть подобное, очевидно, никто не смог. Главное, как быстро страны смогут оправиться и вернуть людям настоящее лето. Саргалана Неустроева, Николай Коровин для телеканала Якутия-24. К другим темам 19 сентября состоится единый день голосования. В этот день в республике, кроме выборов в Госдуму, состоятся дополнительные выборы народных депутатов республики 6-го созыва в 2 одномандатных округах – Колымо-Индигирском и Университетском. Кроме того, на территории республики будут проведены 75 муниципальных избирательных кампаний. Таким образом, всего будет замещено 237 депутатских мандатов районного и поселенческого уровней. Все выборы в органы местного самоуправления назначены и будут проходить на территории 29 районов. На предстоящих выборах будут задействованы все избирательные комиссии 35 территориальных избиркомов. Мы сегодня, избирательная комиссия, обращаем усиленное внимание вопросам подготовки. Все члены Центральной избирательной комиссии республики, у нас их 14 человек, 295 членов территориальных избирательных комиссий, 295 человек, это у нас в 35 районных и городских округах, прошли обучение дистанционное и получили соответствующие сертификаты по прохождению курса и получили аттестаты, сертификаты о прохождении данной учебы.
Ситуация с коронавирусом в Якутии в районах остается нестабильной. По ряду мест наблюдается существенный рост заболеваемости. Об этом на очередном совещании Республиканского оперативного штаба сообщил Айсен Николаев. В настоящее время особые опасения вызывают Намский, Татинский, Усть-Алданский районы. В реанимационных отделениях больниц находится 84 человека, из которых 17 в крайне тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Не снижаются и показатели смертности. Что касается темпов вакцинации, то Айсен Николаев озвучил, что большинство районов республики выполнили план на 50%. Вместе с тем в красной зоне остаются Амгинский, Верхневилюйский, Намский, Татинский и Чурапчинский улусы. Практически 100% вакцинации от плана достиг Момский район. В республике за сутки выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 51 случай, в Алданском районе 6, в Нерынгринском, Намском районах по 5 случаев заражения. Еще в 13 районах от 1 до 3 случаев. Очень настораживает те районы, в которых малые темпы вакцинации. На сегодняшний день это 5 районов нашей республики, где вакцинация ниже 50%. В том числе это Амгинский район, поскольку он имеет такую всегда массовую миграцию населения. Хотелось бы призвать жителей Амгинского района, в том числе все-таки проходить вакцинацию. Сегодня у вас для этого есть все. Вакцинальные пункты работают, вакцина имеется в наличии. Аутсайдерами сегодня по темпам вакцинации является Татинский район, поэтому мы тоже призываем, конечно, всех жителей нашей республики активно вакцинироваться, и особенно те районы, которые я озвучила. Понимая сегодняшнюю ситуацию, задымленность, не могу не отметить и не призвать население все-таки активнее носить маски. Это сегодня не только спасение от новой коронавирусной инфекции, но и оберегание ваших легочных путей для попадания дыма. Победители еженедельной акции под названием «Стоп коронавирус Якутия» получили свои ценные призы. Они были объявлены 13 июля в прямом эфире «Утро Якутии». Акция по стимулированию и поощрению ответственного отношения к безопасности здоровья граждан проводится в 2 видах – еженедельной и финальной. В еженедельной акции участвуют граждане, получившие первый компонент вакцины от коронавируса в соответствующий недельный период, а в финальной же части прошедшие полный курс вакцинации с момента начала вакцинации по 30 августа этого года. Конечно, надежда была, что я выиграю, поэтому я подал заявление. И результаты выявили на прошлой неделе в понедельник. Сразу посмотрел результаты и обрадовался. Об акции я узнал на площадке Instagram, по-моему, в новостях, то, что вот объявили такую акцию. Эмоции были... Сперва не поверил, что это мое имя. Сравнил номер заявления, номер телефона. Потом как-то уже так плавная радость, можно сказать. Ну а завтра будут объявлены победители уже 2-й недели акции, также в программе «Утро Якутии» на каналах НВК Саха и Якутия-24. Продолжая выпуск, административная комиссия столицы продолжает работу по проверке соблюдения указа главы о работе общепита. Так, в минувшие выходные прошел очередной рейд, в ходе которого проверили 13 лже-кафе и ночных заведений. Репортаж нашего корреспондента Саргалана Неустроевой. По результатам прошедшего рейда в 3 заведениях были зафиксированы нарушения. Однако это только те случаи, которые можно напрямую доказать. На деле большинство из проверенных точек попросту не открыли дверь. Они закрываются, то есть не пускают. К сожалению, мы не можем попасть в некоторые объекты, так как они просто не открывают двери. Допустим, были моменты, когда мы приезжали, никого там не было, и после того, как мы ушли, они обратно запускали людей. То есть такие моменты тоже есть. А это заведение, вопреки указу и всем санитарным нормам, не только работало, но и проводило вечеринку. В свое оправдание хозяин бара сказал, что здесь все свои, празднуют здесь чей-то день рождения. Нерадивому предпринимателю грозит большой штраф и возможное закрытие.
будет составлен протокол по КоАП РФ. Там у них штраф до 1 миллиона рублей, рассматривается городским судом, а также может быть закрытие до 90 суток. Тем временем последнее веяние постковидной эпохи, так называемые фри-зоны, добрались и до Якутска. Всего таких заведений 10. При этом, по словам сотрудника административной комиссии, практически половина из них в прошлом считалась злостными нарушителями ограничений. У нас есть те злостники, их примерно 5 заведений, которые продолжают работать. То есть продолжали работать, прежде тем, как попали в реестр, фри-зону, да, они продолжали работать после 12 часов ночи. Сейчас скоро будут суды, и уже будет какая-то мера на них воздействия. Между тем, только за последние 4 года численность алкомаркетов в Якутске возросла на 20 и составила 433. Таким образом, на каждый ларек, где запретили торговать алкогольной продукцией, открылась по алкоточке. И даже этого недостаточно желающим повеселиться в пьяном угаре. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Штрафы за повторные нарушения, судебные предписания за неисполнение. Такие наказания грозят владельцам частных домов, своевременно не убирающих свои придомовые территории в Ленске. Сюжет Анны Кожевниковой. Наводят порядок. Члены административной комиссии Ленского района отправились с очередным рейдом по улицам частного сектора Ленска. Как отмечает председатель, стало значительно чище. В этот раз осмотрели прилегающие улицы Заозерной, начиная с Титова. Более 5 лет назад это были у нас трава системы. Сейчас с приходом газа, значит, с приходом современности, электропечей и так далее, конечно, трава потихоньку уходит, значит, либо, значит, для баньки остается. Когда впервые, значит, совершено правонарушение, нарушение правил благоустройства, ответственность идет как в виде предупреждения, так и штрафа до 3000. А вот если в течение года было совершено повторное нарушение, то штраф уже возрастает до 5000 рублей. В случае неисполнения предписания административной комиссии материалы передаются в администрацию населенного пункта, а оттуда в суд. И все же на многих улицах частного сектора города кучи строительного мусора настолько велики, что из-за них даже сложно разглядеть жилые дома. На этой улице мы были весной перед началом отсыпки грунтом дорожного полотна подрядной организации. Как говорится, авось и ныне там, и не разгружены. А судя по почерневшим брусьям и доскам, они греются под солнцем здесь давно. А их владельцев штрафы не пугают. И, по-видимому, только сотрудники судебной власти смогут навести здесь порядок. Что же касается большинства улиц центра, жители не жалуются. Насчет этого молодцы. Собираются и все вытаскивают. Весь мусор. А за этим следят. Да вот так нормально. Ну что еще? Не складируют, да, возле своих домов? Нет, вон свалка специальная, и туда все оттаскивают. Ну а по итогам этого рейда все предписания были вручены либо оставлены в почтовых ящиках для отсутствующих хозяев. А результаты мы увидим, отправившись с проверкой после истечения 10-дневного срока, данного для устранения нарушений. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Многие клиенты дальневосточной энергетической компании в Нейринграде до сих пор приходят в офис для получения дубликатов квитанции, игнорируя счета, направляемые им по почте в первых числах каждого месяца. При том, что сегодня все эти услуги потребители могут получить дистанционно. Тему продолжат коллеги из Южной Якутии. Напряженная эпидемиологическая ситуация и нелетная погода. Но нейрингринцы откладывают свои дела и, выходя из дома, спешат в офис дальневосточной энергетической компании. Передать показания счетчиков, произвести оплату, распечатать дубликаты квитанций. Однако сегодня все это можно сделать в любом удобном месте 24 часа в сутки, заведя личный кабинет на сайте дальневосточной энергетической компании или в бесплатном мобильном приложении ДЭК Теплосбыт. Не выходя из дома в любое время суток, а также находясь за пределами города, контролировать свои лицевые счета, а именно смотреть историю начислений, просмотр поступления ваших платежей, также скачать квитанцию в любое время за тот период, который вам необходим. С помощью данного сервиса также можно передавать показания приборов учета, задать вопрос или написать обращение в наш адрес. С мая этого года появилась возможность производить оплаты по своим счетам.
деньги поступают моментально, нет необходимости ждать 3 банковских дня. Войти в сервис можно как с помощью пароля, полученного при создании личного кабинета на сайте, так и зарегистрировавшись только в приложении. Логин и пароль для входа на сайте и в мобильном приложении едины. Сегодня пришла оплачивать квитанции и узнала, что есть приложение, где можно заносить лицевые счета, потребление счетчиков и также оплачивать. Личный кабинет максимально расширяет возможности потребителей по самостоятельному обслуживанию лицевого счета без посещения клиентского офиса. Это особенно актуально в период пандемии и летних отпусков. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Северо-Восточный федеральный университет, Сибирское отделение Российской академии наук и Южный федеральный университет с 18 по 25 июля проводят международную конференцию на тему «Математическое моделирование, обратные задачи и большие данные». Конференция будет проходить в очно-дистанционной форме на базе СВФУ. Онлайн-формат будет идти посредством платформы Zoom. Очные заседания будут проходить ежедневно в культурном центре «Саргеляхские огни» в столице. Главная цель конференции – обсуждение современных проблем теории, практики, прикладного математического моделирования при решении актуальных задач науки и техники. Это мероприятие осуществляется в целях, в рамках большого нашего гранта, и нашего института математики и информатики в целом занимает лидирующие позиции, и в этом году у нас получилось вот этот форум провести у нас, а в прошлом году в связи с коронавирусом пришлось делать в другом городе. Но мы очень надеемся, что на плодотворную работу всех наших коллег, и получится так, что в рамках реализации большого проекта к нам будут приезжать наши очень сильные коллеги и поддерживать нас в этом хорошем деле. Сбор 200 тысяч подписей в поддержку присвоения Алдану звания «Город трудовой доблести» организовали в республике. В марте прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о почетном звании «Город трудовой доблести» в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. В 1940-е годы из Алданского района, по данным на фронт, призвали почти 12 тысяч человек, из них 24 герои Советского Союза. 7 алданцев были удостоены этого высокого звания за подвиги на полях сражений, а в 75-летие победы в Великой Отечественной войне на Аллее Славы открыли их бронзовые бюсты. Проголосовать в поддержку Алдана можно на сайте трудовойалдан.ру. Никто не забыт, ничто не забыто. В Ржевском районе по традиции стартовала вахта памяти. Туда со всей страны приехали волонтеры, которые ищут останки бойцов, погибших во время сражений Великой Отечественной войны. В этом году впервые в поисковых работах принимает участие дальневосточный отряд. Среди студентов ребята из Якутии. Рассказывает Анастасия Литвиненко. Использованные гильзы, осколки касок, медальоны неизвестных солдат. Все эти предметы были найдены здесь, под Ржевом, силами волонтеров лагеря имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова. Он работает второй год и открыл двери для всех поисковиков, которые неравнодушны к истории своей страны. Этот лагерь в таком формате второй год уже здесь находится. До этого на этой территории мы проводили ежегодные вахты памяти. Но потом здесь пришло якутское правительство, совместно с правительством Тверской области построили здесь благоустроенную территорию. Наши вахты памяти были не столь многочисленные, до 50 человек. Сейчас в этой смене, у нас несколько смен в этом году, 2 смены, по 200 человек. В этом году в лагере была организована специальная дальневосточная смена. Это 48 ребят из самого большого федерального округа страны. 15 из них – это якутяне. Никто из наших земляков до этого не занимался поисковыми работами, так что каждый шаг для них – это новое знание. Я ожидаю узнать очень многое от наших организаторов, что происходило, когда происходило, где происходило, почему это происходило. Первоначальный смысл вахт памяти состоял в дополнительном обучении истории через прямое погружение в среду поисковой деятельности. Студенты с металлоискателями отправляются в лес, где ищут останки солдат, различные медальоны, каски и прочие вещи. Но перед тем, как приступить к практике, обязательная теория в классах. Приехала я на раскопки, вообще не знаю ничего о раскопках, как это проводится, как что делается. Но у нас очень хорошие кураторы, которые объясняют нам, как, что делается, как правильно строить поиск, куда правильно пойти, как проще найти, с какими инструментами нужно работать. Основной инструмент поисковика – это металлоискатель. Но часто среди останков солдат нет ни касок, ни медальонов. Чтобы не пропустить ни одного артефакта, специалисты используют разные приспособления.
В частности, позавчера мы здесь проводили лекцию у ребят с Дальнего Востока, обучали их методике поисковой работы с щупом, потому что это немножко отличается от работы с металлоискателями. Это больше ближе к истокам. В прошлом году усилиями волонтеров лагеря удалось найти останки 20 бойцов. В этот раз, за первые 3 дня вахты, поисковики обнаружили останки 5. У одного рядом была медаль, по которой наверняка можно опознать этого солдата, который обретет имя и перестанет быть без вести пропавшим. Анастасия Литвиненко, Виктор Олесов, Ржев, Тверская область. В заключение о спорте якутянин Артем Соколов принял участие во взятии ворот в матче предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер». Его подмосковные «Химки» в рамках 3-го тура со счетом 5-1 проиграли столичному «Спартаку». На 89-й минуте Соколов после подачи с углового ударом головы отправил мяч в перекладину, после чего на добивании сыграл его одноклубник Егор Данилкин. Отметим, что это не первое результативное действие якутянина на этом турнире. В предыдущем матче против Сочи полузащитник записал на свой счет 1 голевую передачу. Напомним, Артем Соколов начал играть в футбол в Якутии, в Мархинском Пульсе. Оттуда он перешел в Академию Чертанова. В этом сезоне 18-летнему полузащитнику предстоит дебютировать в сильнейшей лиге России в премьер-лиге в составе клуба «Химки». Таковы итоги дня сегодня. Смотрите наш телеканал, оставайтесь и будьте всегда в курсе.